Страна христолюбивых абазгов. Такой вспоминают Абхазию древние авторы. И действительно, на территории 250 километров зафиксировано более 140 православных храмов. В каждом селе стоит церковь. Где-то они действующие, а где-то остался только фундамент. В селе Каций-Кыт, бывшая Владимировка, храм стоит у дороги на перекрестке. Церковь Покрова Богородицы. Как рассказали нам местные жители, храм построен в конце XVIII века болгарами. Мы тут старые жители, мои дети уже 5-е поколение. Вот дедушка, прадедушка сосланы были с Украины за бунт. Вот, а бабушка тоже, она рождения 1865 года. И вот она рассказывала, что тут они венчались с дедушкой, и что ее сверстники и сестры здесь ее родные венчались, что эта церковь очень старая. Я помню, детьми мы бегали вот тут по карнизам. И церковь осела, раньше было 4 ступеньки, она полностью, вот это я очень хорошо это помню, она полностью осела вот на 1 ступеньку, потому что время шло. Но после войны тут такой разгром, ее разорили. Люди несознательные. Конец советских времен в это время Господу тогда же запрещалось вообще о Боге говорить. Нам запрещали вообще на Пасху отмечать, даже на кладбище, если кто ходил, и преподаватель говорил: так, покажите, у кого красные руки, если яйца держишь. Серьезно, это так было. Нельзя было, но люди специально шли на кладбище, потому что дома запрещалось, хотя там же никто не запретит, как бы Пасху отмечать. Глава администрации тоже иногда все-таки участвовал. Пусть, может быть, не так активно, но, тем не менее, машины, и песок, и камни. Нет, все-таки люди участвовали. Потом денежки собирали, и педагоги, я не знаю, местные жители, и ребята молодые. На машинах кто мог, и у кого могли, кто сколько мог. Знаете, кто мог 200, кто мог 1000 нес, кто больше. Некоторые возмущались, не хотели давать. Ну, всякое было. Но в основном, знаете, вот заинтересовались многие. В советское время, в годы безбожия, храм превратили в пункт приема лаврового листа. Очень сильно церковь пострадала во время грузино-абхазской войны. Все было разграблено, исчезла церковная утварь. И вот пришло время собирать камни. На территории храма появился монах, отец Ираклий. Сам батюшка родом из Молдавии. Люди могут не понять, что есть Господь, и по призванию Господа человек куда-то уезжает, что-то делает. Без Господа мы не можем. Мы монахи, и уже как бы ангелы Господи. И куда Господь пошлет, там мы делаем свое послушание. Вот. Ну, Господь меня сюда послал. Даже и имя, когда постригался монахи, мне дали Ираклий. Он знал, что я уже когда-то буду тут. Я не знал. А он же знал, что я буду. Как видите сами, с Божьей помощью, с его помощью. И с людьми, конечно, помогают, которые постепенно возрождаем этот храм. Стараюсь, чтобы быстрее как бы возродить, закончить, чтобы люди могли приходить, молиться, в первую очередь молиться, тут духовно молиться. Они тут душу свою как бы очищают. Они забывают суету мирскую, а в храме и свечку помолятся, и услышат что-то хорошее, доброе. Вот это храм нужен для... Мы с собой его не возьмем, а для человечества, для Господа он нужен. Когда православный народ увидел такое рвение в приезжем монахе, желание возродить святыню, начались маленькие пожертвования. Небогатый, воцерковленный народ стал помогать подвижнику. Камни таскали своими руками, помогали и местные жители. Затем отстроили колодец. Параллельно шло восстановление самой церкви. Появились спонсоры, жертвующие на окна, кондиционеры. Сухумскими прихожанами была собрана сумма на покупку паникадила. Немного необычное для наших церквей, паникадило пришло из Ирана. Отдельно надо сказать об иконостасе. Он был воссоздан по старым фотографиям московской художницей Василисой Фаворовой и подарен храму. Осталась какая-то часть от него, то, что было раньше здесь, и мы посмотрели и постарались просто повторить что-то подобное. Вот. Но, к сожалению, восстановить старый не удалось, он сильно очень пострадал. Ну, я вот попала в Абхазию не так давно, первый раз, вот, и познакомилась с очень многими здесь людьми, появилось очень много
друзей, они очень близкими мне стали. Вот хотелось что-то сделать для них. Вот. Ну и, конечно, отец Ираклий, вот, с которым также мы здесь встретились, произвел впечатление на меня очень сильное. Вот, невозможно было мимо него пройти, и хотелось как-то немножко хотя бы поучаствовать. Каждое воскресенье отец Ираклий взбирается на колокольню церкви и бьет в колокола, как это делали в старые добрые времена. Мечтает он увидеть здесь, в храме, величественную божественную литургию. И все для этого делает. Испокон веков храмы возводились православным народом. Помогали, чем могли, кто пожертвованиями, а кто физической работой. Мне бы хотелось обратиться к жителям Абхазии. Кто жил в Владимировке, кто где-то сейчас пораскидало по всему Союзу. Хоть какую-то каплю помочь понемножку, как с миру по нитке и голому рубашка. И чтобы восстановить этот храм. Это старый, это храм Святой Покровы. Это она покрывает и войну, как говорит, все вот жители, кто жил здесь, говорит, спасала. В храме Покрова Богородицы еще немало работы. Нужно купить кованую часть изгороди, построить дорожки, разбить цветочные клумбы во дворе. Необходимо приобрести церковную утварь, иконы, лампады, подсвечники и, конечно, крестильню. Одним словом, каждый желающий может внести свой посильный вклад. Великое дело – помощь в возрождении храма.